Здравствуйте! Тема видео: в чем ваша сила? Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет. Если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно, вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Сейчас никого не загадывайте, думайте только о себе. Кто вы, кто пришел на расклад? Вы загорелись какой-то, возможно, новой идеей, или кто-то думает, возможно, да, менять что-то в работе или работу даже. И тут кто-то какие-то вести узнал, новости, возможно, это или с работы, или это могут быть новости касаемо именно финансов. Может быть, кто-то ждал, да, прихода какой-то суммы, и она должна прийти. Может, уже кто-то получил эту сумму. Но кто-то еще ждет, да, то, что было заработано, или то, что является вашим. Далее. Вы человек очень активный, вы не сидите на месте. И здесь характеристика идет человека, вот возраст, молодой возраст, в вас внутри живет ребенок, да, вы, возможно, или выглядите молодо, да, или вот в душе вы вот как ребенок, но это не есть плохо, да, кто-то может посчитать это за плохо, нет, тут именно душа молода. И да, если смотрят моложе, но тут именно такой есть оптимизм, активность, много активности, даже чересчур. Кто-то даже быстро говорит. И вы постоянно в каких-то спешках, постоянно пытаетесь сделать все и сразу. Да, тут люди нетерпеливые, они не любят ждать, им надо вот быстрее. Если они что-то заказали, они хотят это, чтобы уже было, да, вот посылка или... Тут, кстати, есть любители посылочек, известий, новостей. Также вы тот человек, который, возможно, любите себя побаловать, потратиться. Да, кто-то здесь тратится вот до обнуления, а кто-то именно любит делать себе какие-то радости. Вот постоянно получил зарплату, пошел себе, да, за все заплатил, но себе в любом случае, да, отложил, что-то купил, как-то себя порадовал. Вы о себе не забываете. Также личность, которая, возможно, или путешествует, или много переезжали. Да, момент такого кочевничества. Там пожили. Но вы уже сейчас вот куда-то собираетесь, да, стоите вот на этой границе. Возможно, кто-то собирается, да, тут сразу высвечивается у меня в поездку может быть. Но в первую очередь здесь идут люди, которые, возможно, именно имеют такой позитивный настрой, да, по жизни. То есть вы не унываете, не опускаете ручки. Да, вы умеете плакать, но вы стараетесь поддерживать в себе оптимизм, и даже вы больше мотивируете кого-то, да, и, скорее всего, сама себя. Вот. Тут еще момент такого, что кто-то или вас подгоняет, ну, скорее вы, да, кого-то подгоняете всегда быстрее. Вы знаете, тут отношения, возможно, в вашей жизни были именно такими, как привязанность. Вы привязывались к людям. Тут именно показывают сильную привязку.
Да, кто-то был сильно привязан, а кто-то, может быть, даже именно привязан, закольцован. Кто-то, может, даже ходил под привязкой, да, под кого-то хотели привязать к себе. И вы не понимали, почему меня так тянет к этому человеку. Вроде бы не красавец или не красавица, вроде бы не ничего, но вот что-то вот, ну, тянет, а непонятно что. Тут тоже есть такие отношения были. Возможно, кто-то и сейчас в этих отношениях может быть по дьяволам. Вы человек, который пытаетесь себя сдерживать в руках, да, вот вы бежите куда-то, торопитесь, да, и вы себя останавливаете и говорите: стоп, куда я тороплюсь-то? Сейчас, да, могу что-то не так сделать. Отдергиваете себя за рукав. Но я бы сказала, что не вы себя за рукав отдергиваете, а тут именно как кто-то за вами наблюдает, да, или кто-то, вот ангелы, да, чтобы вы не натворили каких-то делов. Именно тут руководство высших сил над вами стоит. Возможно, вы от чего-то, да, именно как уворачивались в жизни, но вот если вы вспомните, из-за чего это было, из-за спешки, из-за элементарной спешки. Вы знаете, вы тот человек, который, в принципе-то, не такой, да, что всегда в торопливости. Вы умеете, в принципе, и взвешивать, брать себя в руки. Также тут люди, которые умеют сглаживать острые углы. Ситуация острых углов, когда что-то накаляется, вы умеете уравновесить ситуацию, привести в баланс, возможно, даже помирить кого-то. И вы такой человек, который, возможно, долго не обижается, не держите долгое зло. Но у вас просто хорошая память, да, вы помните, кто вам делал каку. Поэтому, но мстительности я не вижу, что вы хотите отомстить кому-то там, да, что-то устроите. Вы, знаете, вот на вас сказали что-то плохое, вы так, знаете, отвернулись и пошли дальше. Это вам не важно. Вот тут именно всерьез, да, так воспринимаете, что вам не важно. Или вам не важно чужое мнение, кто как на меня посмотрел, кто как обо мне что-то сказал. Сколько людей, столько мнений, да, здесь кто-то это понимает. Но в то же время, да, момент вашей бурной активности приводит вас зачастую к выгоранию. Тут кто-то, правда, что, да, очень активно или много на себя берет, что потом резко выгорает или болеет, да, а если болеет, то сложно, долго. Да, тут момент рассудительности. Вы сама себе судья, и, знаете, вы решаете, как вам действовать, как вам жить дальше. Вы не будете слушать чьи-то указы. Вы сама себе или сам себе хозяин, да, и вы сами принимаете решение, да или нет. Вас сложно уговорить. Вот у вас есть свое какое-то мнение, и вы придерживаетесь своего мнения. У вас какая-то своя идеология. Знаете, тут хочется сказать, у этих людей есть свой мир. Не трогайте меня. Ну, трогать тут однозначно не стоит, потому что здесь еще, да, тут кто-то может и по шашке получить, в принципе, кто будет именно в ваше пространство лезть. А кто около виска крутит где-то там на расстоянии, ну и пусть крутят, это их проблемы, с ними что-то не так, они не в порядке. Понимаете, вот так вот вы считаете. Причем, знаете, очень хорошо, да, то есть меньше себе нервов трепете. Хорошо, если с вами резонирует портрет, то давайте продолжать смотреть дальше. Есть интересные новости для вас. Сейчас открывается проект, называется он Boosty, Ведаскара, да, где вы можете иметь платную подписку. И имея данную платную подписку, вы можете иметь очень много разных бонусов. Да, это и скачивание разных материалов, вплоть до книг,
который вы можете стянуть бесплатно. Причем здесь будет действовать подписка, платная подписка 444 рубля в месяц. Вот, там же будут выходить и видео, да, именно короткие видео, не длинные видео, короткие видео, плюс материалы для скачивания, очень много всего. Так что я ссылочку оставлю внизу под видео. Также в телеграм-канале оставлю QR-код, по которому вы можете перейти и ссылку. Можете уже присматриваться. Но да, сейчас пока там материала нет, вот только-только я открыла. И сейчас, да, я буду заполнять аккаунт материалом, дабы вы могли скачать. Там же вы можете скачать и, например, какие-то картины, да, не картины, а плакаты, которые вы можете распечатать, карты, календари, разные заговоры, например. Также можете просматривать там короткие видео касаемо ритуалов, тоже заговоров и предсказаний на разных колодах. Хорошо. Сейчас ни о чем не думайте, ни о ком. В чем ваша сила? Начнем. В чем ваша сила? Сила в том, что вы перестали бояться и перестали волосы крутить, как говорится. Свои волосы перестали крутить. Вы знаете, в чем ваша сила? Вы ученик по жизни. Вот вы были и остаетесь, и будете. Да? Вы постоянно обучаетесь, и вы легко обучаемы. Причем здесь человек идет самоучка. Да, вот в этом есть ваша сила. Вы умеете выбирать то, что вот именно вам по душе, то, что вас, возможно, успокаивает, то, что вас приводит в баланс, то, что вам дает выгоды. То есть вы изучаете то, что вам приносит выгоду. Да? То есть то, что вас наполняет, то, что вам дает рост. В этом есть сила. Сила также интеллекта, сила бесстрашия. Да? Вы перестали бояться. Здесь кто-то преодолел страх или какие-то, возможно, свои фобии. У кого-то, возможно, были фобии, и вы их перебороли. Кто-то боялся, например, элементарно выходить в огромное количество людей, да? Нервничал. Но выйдя раз, второй, третий, может быть, вы учились на нашем канале, потому что я об этом говорила, если вы испытываете страх, смотрите страху в глаза. Да, и со временем этот страх начинает от вас отходить. Сам страх начинает бояться вас. Вот здесь такая вот ситуация. Плюс еще какие-то именно жизненные моменты, они перевернули в вас что-то внутри вас, когда вы преодолели вот границу, вот этот страх, вот эту неуверенность. И здесь идет характеристика еще, да, ваша. Раньше, да, тут было много страхов, было много сомнений, вы, возможно, очень много сомневались. Сейчас вы четко понимаете, куда нужно двигаться, куда нужно идти, да, как можно это взять. Здесь кто-то целенаправленно куда-то или собирается, или вот перед чем-то стоит таким великим, да, тут момент таких резкого обрыва, вот как перепрыгнуть этот обрыв, дабы не упасть в пропасть. Но в то же время внутри вас вот эта вот сила, она придает вам уверенность. Вы понимаете, что да, там пропасть, но я ее перепрыгну. И здесь идет
И еще такой момент, что, да, я перестала плакать. Здесь кто-то на самом деле выплакал уже все слезы, все ручьи. Тут момент такого, правда, что бесстрашия, да, и кто-то не боится остаться один. Хотелось бы в душе любви, да, но нет страха, что вдруг я останусь одна. В то же время, да, есть чувство внутри, которое согревает вас, оно в вас есть. Вот это вот в этом есть сила, потому что у вас есть вера, у вас есть надежда, что, например, да, ну вы понимаете, что одиноко и скучно просто, да, одиноко и как-то, ну, не по себе. Здесь нет моментов страха таких, да, но тут именно просто не по себе одной, да, здесь большинству будет не по себе одному. И да, в то же время вы смиряетесь с тем, если я останусь одна, ну ничего страшного, да. Я хотя бы буду саморазвитием заниматься, каким-то своим делом, возможно, да, или именно акцент на себя. То есть я у себя любимая или я у себя любимый, что есть тоже момент замещения, именно замещения второй половины, да, когда человек начинает чем-то развиваться в чем-то. Это, вы знаете, очень, очень помогает именно двигаться, именно набираться позитива, да, именно согревает душу, когда у вас есть свое детище. Именно не о ребенке я говорю речь, ну и про ребенка тоже, да, вот свое какое-то детище, свое дело, свое кредо, свое хобби, да, когда вы вот в этом наполнены, а не так, что, да, мне нравится рисовать, но так иногда меня это раздражает. Нет, тут именно полностью, когда вы наполняетесь. Тут люди смотрят талантливые. Здесь сила ваша, в вашей какой-то такой, я бы сказала, даже, понимаете, именно каких-то направлений, много направлений, да, то есть, возможно, тут человек, правда, гений, и у человека, как говорится, руки вставлены тем концом. Человек умеет мастерски делать, причем несколько разных ответвлений, да, будь то там красиво шить, да, потом, например, рисовать, сочинять стихи. То есть, и вы знаете, вы тем самым, да, что вы тут момент ресурс в вашей голове идет. Вот вы умеете, да, все, многое. Но у кого-то здесь именно идет такой раздрай, а что же конкретно из этого бы? И вот я же умею и шить, и рисовать, и петь, но что вот из этого бы конкретно, да? Здесь некая такая прострация. Я потерялась. Что мне из этого? Я хочу конкретно что-то во что-то одно, как говорится, долбить, да, делать. Вот чтобы мне прям это и нравилось, и наполняло меня, а еще и, возможно, приносило какие-то плоды, финансы, да. В чем ваша сила? Ваша сила заключается в моменте прощения. Здесь кто-то умеет прощать. А прощая, вы получаете, вы умеете прощать, а прощая, вы получаете что-то взамен. Вы заметили в своей жизни, когда вы что-то теряете, у вас еще больше потом прибавляется. Причем, смотря как вы отпускаете это. Если будете, конечно, локти грызть и еще идти и мстить, конечно же, это никуда не годится. А вот у вас конкретно в вашей ситуации, именно когда вы, пофиг. Ну, тут такой человек, пофиг. Да, и вот, хотя, да, что-то серьезное потеряли. Пофиг. Ну, не совсем уж пофиг, да, попереживали, ну и как-то забыли.
буквально там, да, через день, через два. И вот вам это вернулось в больших объемах, да, или во много раз. Вот это очень, кстати, хороший инструмент. Очень хорошая даже и практика. Попробуйте, да, именно тот, кто хочет в своей жизни что-то, отпустите из прошлого, отпустите обиды, вообще плюйте на них, потому что они тем самым вас вязнут назад, вас тянут вниз, вот как в болото, понимаете? И поэтому на это не приходит такая энергия, которая именно идет на успех, на процветание, на любовь, на счастье, когда мы себя вот во всякой вот такой дуре, как говорится, мучаем. Вот тут вы умеете плюнуть, как говорится. В чем ваша сила? За то, что вы можете быть пофигистом. Но не все, но кто-то. Наверное, 50 на 50. Здесь сидят и пофигисты, которые близко берут к сердцу. Тоже, да, что вы умеете, опять-таки, легко отпускать ситуацию, выходить чистой, сухой из воды. Но здесь кто-то есть мстительный, сидит, причем вспоминает сейчас, возможно, при раскладе именно из прошлого что-то негативное сразу же, да, вспомнилось. Вот это отпустите. Оно того не заслуживает, такого внимания. Тем самым вы отдаете энергию тому человеку, на кого вы злитесь. Понимаете, как это работает? А у вас эта энергия уходит, утекает, поэтому у вас начинает, да, что-то прилипать, какая-то мерзопакость. Вот как это работает. Законы мироздания. Еще здесь, знаете, в чем ваша сила, и причем это со стороны заметно, люди почему-то думают, что вы на себя одеваете, правда, что какую-то корону, какой-то, или хвастаетесь, или же, да, тут момент указываете, какой вы имеете вес, да, будь то интеллектуально, я умнее, да, я красивее. Но вот людям кажется, хотя я вижу обратную сторону медали, что это выглядит так наверху, а внутри все совершенно по-другому. Здесь идет ситуация, кого-то вы, возможно, потопили. Вот в чем ваша сила. Вы умеете морально задавить. У вас очень хорошо подвешен язык, да, вы, возможно, можете вставить нужное слово в нужном месте, да, если вы захотите обидеть, вы обидеть умеете, убить, да, вы убьете словом. Если вы хотите приободрить и человека вот просто воскресить, вы и словом воскресите. Понимаете, вы мертвого с могилы поднимете. Вот здесь такая, вот это вот есть сила вас. Возможно, здесь люди меня смотрят, у которых именно есть харизма, люди, с которыми, да, очень приятно беседовать, очень даже, да, с вами общаясь, время пролетает, и ты не замечаешь как. Да, несколько часов пролетело, что я думала, я тут 10 минут стою с тобой разговариваю. А с вами именно быстро летит время. Тут еще такие ситуации были в жизни у вас, когда вы встречались с партнером, и было такое состояние, что вы человека знаете долго. Причем вот только вы познакомились, да, вы стали общаться, и вот как-то у вас так отношения затягивались, вот как свои, да, именно такое притяжение. У вас есть притяжение, в этом ваша тоже сила. Здесь момент тоже идет такой харизмы. Человек, от которого идет такая энергетика, именно притягивающий. Тут могут быть, если женщины смотрят, именно манкая женщина. У нее вот что-то есть такое, что вот даже здесь кто-то спрашивает, чем же она его или ее, да, он ее или она его притянула, приманила, медом намазалась или чем.
что все так слетаются, да, или вот с ней только общаются, а со мной никто, да, вот как так с ней общаются, почему, чем она так манит. Здесь харизма, здесь именно энергия ваша. А потому что вы, скорее всего, да, вот судя по вашему портрету, это и есть, кстати, огромная сила, когда человек умеет именно плевать на все, как говорится. Но не всегда на все нужно плевать. Всему должна быть тоже золотая середина. Этого никто не отменял. Все в мироздании, все в мире соответствует этой золотой середине. Во всем есть мера. Нельзя переедать, нельзя там спать долго тоже, чересчур аж, да. То есть всему есть тренироваться, там еще что-то, или худеть, или толстеть, или и так далее. Всему должна быть золотая середина. Вы стараетесь придерживаться вот этого дзена, именно вот этой золотой середины, и здесь, возможно, кому-то вы подаете пример. Люди видят именно момент какого-то контроля. Кого-то вы, возможно, перед чем-то даже останавливали, чуть ли не перед... Например, да, человек хотел покончить с собой, вы его остановили. Человек хотел принять какое-то яростное, может быть, какой-то ответ, месть или еще что-то, вы остановили. Здесь момент такой, что вы умеете, кстати, с людьми очень хорошо слаживаться и умеете, возможно, быть даже, тут момент есть некий психологии, ну, кто-то здесь может быть психологом, но я не открывала еще остальные карты, да, это мы дальше посмотрим. Но тут идет именно такой да, по 5 картам такой широкий портрет. Плюс информация с потока очень несется, да. Здесь хочется сказать еще о вашей такой некой слово, стабильность, да, вы сказали слово, вы сдержали слово, умеете сдерживать. Возможно, тут еще человек умеет держать чужие тайны. Вы умеете, вам можно доверять. Но иногда ваш язык бывает и вашим врагом. Проскальзывать хочется, что-то, как говорится, изо рта сказать. Бывает, у вас не терпится, но вы умеете себя сдержать. Нет, нет, этого говорить нельзя. Вовремя, как говорится, за рукав себя дергнуть. Но это хорошо, не каждый это умеет. Бывает вот как понесло, как на базаре, и все. Слово не воробей, вылетит и не поймаешь. В чем ваша сила? Сила в вашей, опять-таки, я скажу, быстрости, активности. И вы знаете, вы умеете резко, внезапно, конкретно принимать решения. И у вас часто в жизни, да, не было так, что поспешишь людей Было такое, конечно, но тут зачастую, да, вы как-то быстро принимаете какое-то решение, что-то делаете, и у вас получается. Опять показывают, в чем ваша сила, в энергии. У вас ее просто очень много, этой энергии. То, что, да, иногда вы, бывает, в состоянии вот этого повешенного, да, бывает. И, скорее всего, опять-таки скажу, кто-то здесь может испытывать состояние выгорания из-за такой энергии. Здесь у кого-то даже бывает, вот руки ни с того ни с сего горят просто. Лицо горит, ноги горячие. Непонятно почему, думаешь. Да, просто вот, хотя вроде как температуры нет, но вот такое. Это именно энергии очень много. Иногда ее нужно сливать. Энергию очень хорошо сливать, когда вы зарелаксуете, заплаваете в бассейне, да, или же это медитация. Здесь кому-то вот просто, да, скорее всего, и необходимо иногда войти вглубь себя в плане медитации.
да, слиться с пространством, слиться с энергиями пространства. Здесь вот как вам нужен некий такой... Это вот должно быть как вот, да, каждый день вы ходите на какие-то процедуры, например, моете руки, вот у вас есть правила. Вот это тоже, да, для вас конкретно хорошо бы иметь как за правило, потому что для вас это сыграет то, что вы будете уметь правильно распоряжаться своей энергией. Ну, хотя вы, в принципе, иногда тут кто-то с чем-то перебарщивает. Правда, что. Но вы научились, знаете, что, в чем ваша сила? Именно сейчас, что момент баланса у вас есть. Вы этому научились. Умеете себя, опять-таки, повторяюсь, за рукав дернуть, сказать, не-не-не, подожди, да? В чем ваша сила? А вы физически очень сильная. Вы даже хрупкая женщина, которая меня сейчас смотрит, если есть, да, но тут мало, но они есть. Она может и тяжелые сумки поднять, да, или же женщины, они могут тяжести поднимать. Вот именно, или же, да, взваливать на себя сразу и все. И дети, и кормить, и убираться, и стираться, да, и уроки с ними делать. Тут просто вот и здесь проявляется ваша сила, такая выносливость. Даже иногда терпите мороз, не мороз, метет, не метет, надо идти, надо взять, надо сделать, надо то, надо пойти. Да, и вот и вам все равно, буря, не буря, вы идете, ну и что мокнете, не будете, да, плакать, как сахарная, я сейчас промокну. Нет, вы идете, вы не боитесь, вам дело важнее. Вы ради чего-то, да, если какое-то важное дело, вам вообще вас ничего не остановит. Тут именно такие огненные энергии, сильные энергии. Возможно, даже здесь момент, да, кого-то огонь именно любит, но любит так, что и обжигает. То есть, возможно, кто-то имеет ожоги, да, может даже с детства. Хотя вас огонь не любит, вас огонь слышит. Кстати, для вас очень хорошо работать, например, со свечами, разговаривать со свечами, да, просить именно чистить энергию, просить о чем-то, именно Вселенную через свечи. Тут именно свечи, вот огонь, костер будь то, да, или где-то горит в печи огонь. Огонь есть момент ваш послушник, но, да, возможно, кто-то раньше, давно, да, вот очень часто обжигался. А может быть, да, тут и правда люди обжигались. Вот именно так. Недословно прям, да, ну, обжигались. Причем конкретно. Кто-то тут именно получал ожоги. Далее здесь в чем ваша сила? В том, что вы можете сказать нет. Нет и все. И не волнует. И пусть, да, хоть травой все порастет, но вам все равно. То есть тут момент такого, для вас важнее какое-то ваше дело, да, важнее ваша безопасность. Тут человек, который думает о себе, думает. Это не есть о том, что вы эгоист. Хорошо быть чуточку эгоистом, чуточку, да, доброй душой нараспашку, чуточку. То есть почему нет, да, и то хорошо, но все должно быть в меру. А то бывает, да, последнюю рубаху скидывают и потом сидят, как говорится, зубы на полку. Нет. Здесь кто-то вот именно начинал, я начинала или начинал с нуля. И вот в этом есть ваша сила.
Здесь именно кто-то, да, чего-то в детстве не хватало, или игрушек, или, да, тяжелое какое-то финансовое положение. Тут это сыграло на вас какую-то такую закалку, какую-то именно вы почувствовали, да, то есть здесь есть момент такой некой мотивации, да, сила. Сейчас вы умеете, сейчас вы добились, но вот в прошлом, да, чего-то не хватало. Именно здесь момент, возможно, материального. Сложная ситуация. Но вы умели это нарастить сама. Но тут не была легкая жизнь. Это вам и дало силу. Вот когда вот эта вот нехватка, или безденежье, или да, вот именно чего-то. Когда человека не докормишь, он имеет большой голод. Когда он имеет большой голод, он откусывает большой кусок. Да, вот здесь такая, понимаете, вот эта вот информация, я даже не знаю, как словами передать. Может быть, кто-то понимает, о чем я говорю. То, что вы как наверстали то, что не хватало, или то, что было упущено. И в этом ваша сила, вот эта ситуация, она вас как на будущее закалила, вот на сейчас. И вы умеете сейчас что-то достать с легкостью уже. Не потому что есть деньги, потому что в вас вот есть вот эта вот даже сила, энергия, да, которая вот так вот, это похожа какая-то ситуация с детства, и вот сейчас, да, если вы уже взрослый человек, и вы что-то хотите, вы уже понимаете, как это предпринять, чтобы этого достичь, или это взять, или это получить, или как прийти к цели. Тут такое вот именно проработка была. А знаете, тут хочется сказать, все, что нас не бьет, да, делает нас сильнее. Вот не хватало игрушек, а сейчас их много стало. То есть, возможно, то прошлое, оно было неким мотиватором, которое вас двигало, с которым вы могли действовать, нежели бы когда все разжевывали вам и в рот накладывали, да, тогда бы, как говорится, сейчас бы, да, ну ни одна повозка бы ваша не двинулась с места. Лежала бы себе на диванчике и все, смотрела бы телевизор или лежал бы. Но тут не только влияние детства, здесь влияние и гадости каких-то от людей. Именно гадости, как вот втыкали штыки в спину человеку. Вам очень сильно вот помогает. Знаете, тут я сразу к этой теме, к этому портрету вашему, да, сейчас еще кто не знает, есть такая книга «Тонкое искусство пофигизма». Я, кстати, в группу, да, попробую найти эту книгу и в группу принесу на бусте эту книжку. Она легко читается. И вот, знаете, вот прочитав книгу, вы поймете для себя просто вот это вот. Все спрашивают, ну как быть счастливым, как быть успешным, а вот все заключается элементарно, вот в этом пофигизме. То есть это тот самый мотив, когда мы освобождаем свою голову. Я и говорю, все проблемы от чего происходят? От нашей головы все проблемы. Мысли, дурные мысли, депрессии, это же все голова. Когда мы накручиваем, а может быть он с кем-то спал, может быть он не изменял. Или же, да, опять это наши накрученные мысли, мы накручиваем, мы делаем, создаем в голове проблему. Потом мы думаем, почему у нас такое поганое настроение. Оказывается, мы его сами себе испортили вот такими дурными мыслями. Вот отравили сами себя. Есть такая карта в колоде, даже называется сундук ведьмы, да, самосглаз.
Вот тут как влияние своих же мыслей, дурных. Вы умеете, вот ваша сила в чем? Вы умеете любить. Вы умеете и любить, и быть любимой. Вот это, когда вы любите, вот вам все горы покорны. Да, вы умеете свернуть, вы можете свернуть, причем, да, тут момент такой мотивации не только вас, вы сами себя, но вы мотивируете и человека. Причем здесь хочется сказать, что вы как и наполняете его, да, даете ему именно, если смотрят женщины, ту самую мужскую силу. Да, и если смотрят мужчины, вы женщинам даете себя чувствовать женщиной. Такое состояние именно, но это потому что, вот, я и говорю, много энергии у вас, она аж изливается. Но тут же есть и такие люди хладнокровные, которые вот и вижу цель, не вижу препятствий. На своей волне. В чем ваша сила? Но если вы сказали нет, значит нет. По-другому быть иначе не может. И вы знаете, вы умеете и затмить чувства. Вы, да, я тут не скажу, что манипулятор. Это люди могут вас распознать, как что вы манипуляторша или манипулятор. Нет, вы просто можете да, перестать испытывать эмоции кому-то, если это необходимо, ради вашего блага, ради вашего внутреннего баланса, спасения, умиротворения, спокойствия, сохранения нервов. Вы умеете, да, именно заглушить в себе внутреннюю именно боль. Ну, тут кто-то и физические, да, боли терпит, он умеет терпеть. Но тут именно, когда душа и сердце плачет, вы умеете от этого отойти. И, возможно, да, кто-то, я займусь своими делами, меня это не касается, я не знаю никакого Лешу, Васю, Петю, да, или если смотрят женщины. И также это касается мужчин, переворачивайте. И здесь вы умеете как-то наладить себя, перевести себя на другую тематику. Как будто бы ни в чем не бывало. Тут хочется сказать, что человек отчасти эгоист, да, хочется сказать, но опять-таки, не совсем эгоист. У человека есть сердце, которое смотрит, человек может любить, но этого человека обижать, не стоит. Обидев, да, человек вам покажет Кузькину мать, да. Если этого человека вас обидеть, вы можете показать. Причем вы не будете бороться, вы не будете мстить, вы просто отвернетесь и уйдете. Вы скажете, у меня там суп варится. Вот здесь я время с тобой проводить на всякие споры, диспуты, летаниями тарелок. Нет, это не мой спектакль, нет. У меня суп там кипит, все, давай. Знаете, вот тут это закон внутреннего сохранения вас. Вот в этом очень огромная сила. И это правда сила. И да, без этого, то, что вот я говорю, да. И так, да, кому вот для примера, это правда же сила. Уметь не держать обиды. Уметь немного даже юмористически подходить к жизни. Плохое настроение, вас обидел мужчина, да, там оскорбил как-то. Да и ладно, закрылась в комнате, не знаю, там, или пошла к подруге, да, включила приятную комедию или веселую музыку, 2 кусочка колбаски, и все, и в пляс. И тут, да, когда вы этим проникнетесь состоянием, тут момент такого, да, я отпустила его.
Я не взяла вот этот негатив на себя. Или если мужчина смотрит, я не взял негатив. Но здесь нет момента манипуляции. Вы просто, да, тут момент защиты. Защита, самосохранения. Ну, кстати, это есть такой даже рефлекс, когда вот человеку очень уж больно, и это уже последние стадии, когда, ну, все уже так, как говорится, поддостало, да, у человека вот просто начинается смех. Ну, уже все, уже кажется, что, ну, куда еще-то хуже. И уже просто разрывает на смех. Это есть тоже инстинкт самосохранения. Вот тут именно, если искусственно это включить, это тоже очень хорошо работает, очень хорошо помогает. Причем из-за нервов вылазят всякие разные болячки, и даже те, которых, ну, не ожидал, поверьте. Поэтому нервы, да, мальчики, девочки, бережем. Ценим себя, успокаиваем себя. Возможно, здесь вот вам конкретно, да, желательно бы именно посетить такие места, когда, может быть, или медитацию дома помедитировать, да, или где-то на природе. Кому-то даже очень хорошо прогулки по лесу, да, плавание. Именно то, что вас успокаивает. Посидеть у воды, посидеть у костра. Здесь больше у костра. Вас огонь любит. Кстати, когда сидишь у вот открытого костра, это очень хороший момент, чистка энергетики вашей, пространства вашего. Знаете, это после этого вот достаточно час посидеть, просто тупо посмотреть на огонь. И вот самая хорошая еще такая практика есть, когда вы начинаете представлять все проблемы. И вот представляете какую-то проблему, ага, представили, что вы ее закидываете в этот огонь, и что она там сгорает. И вы знаете, вот потом, да, пройдя даже спустя какое-то время, вы даже и не вспомните об этой проблеме, потому что вы ее уже спалили там. Тут, понимаете, это есть момент тоже, да, некого ритуала, помощи себе, да, и причем это легко, это доступно и это просто. Ну, не всем, конечно, доступно у костра посидеть, но если уж такой повод, да, посидеть у костра или будет такая ситуация, прилежитость, так пожалуйста. Почему нет? Сразу же и проблемы почистите. Ну, а если успешная дата, да, именно на сжигание чеков, можете еще и чеки там, истраченные чеки спалить, да, если подходящая дата. Вот. Ваша сила. Ваша сила заключается в вашей доброте. Здесь, правда, сердце очень такое широкое сердце. Тут показывает именно широкий кругозор, да, как-то вы смотрите широко, не узконаправленно. Но тут иногда вот среди вот этого широко вы, бывает, теряетесь. Ну что же мне, что же? Да, я вижу то, да, я вижу это, да, я не знаю, что же мне взять. Или по какой дорожке пойти, их 10. Вы же не сороконожка, да, и вы вот понимаете, что... Тут, кстати, вы знаете, как у кого-то тут такой момент был в жизни, как несколько шансов одновременно, и за какой браться. Или сразу несколько, не было мужчин, тут появилось сразу несколько, и кого выбрать. Тут момент выбора у кого-то был, кто-то выбирал. Васю или Петю, или Колю, или Никиту. Человек, в чем ваша сила? Здесь, возможно, и есть у вас магическая сила. Здесь кто-то именно умеет
Тут могут и дикторы быть, да, ваше слово очень сильное. Психологи тоже здесь проходят. Причем кто-то здесь как самоучки, сам себе психолог или сам себе таролог или сам себе именно специалист сам учился. Умеете вы что-то делать профессионально, но вам бы еще бы корочку в руки, и вы бы в этом были мастер. Почему же я не закончила вот этот-то институт? Я бы в этом была специалист, нежели то, что я выбрала, да, эта профессия мне не подходит, да, а вот то, когда я была молодая, когда были шансы пойти туда, надо было мне идти туда, это все-таки мое, да, кто-то понял в позднем возрасте свое призвание, что у меня другое призвание по профессии. Не подавитесь. Тут кто-то именно давится как будто или поперхнулся. Опять торопитесь. Вот я говорю, не поперхнулся. Здесь момент, да, кто-то быстро ест, скорее всего. А знаете, быстро есть тоже плохо. Толстеть начинаешь. Быстро ешь. Торопишься, ешь. Иногда даже бывает не в ту эту заходит. Как давятся люди, подавливаются. Но я чувствую вот это вот, именно идет в потоке такая энергия, когда вот у меня аж, да, в горле что-то именно хочет встать. Как будто вот я просто ем, но я не ем, да, я разговариваю. Тут торопливая речь тоже у кого-то может быть. Вы знаете, у вас столько энергии, в чем ваша сила? Вы как будто людей заряжаете чем-то, да, позитивом. Человек был унылый, после вас он счастливый стал. Тут именно момент такого некого веселья, да, или вы умеете зарядить обстановочку. Но тут люди такие, они могут ее как наоборот, как говорится, масло в огонь подлить, так и так развеселить, что мало не покажется. Здесь у кого-то очень хороший юмор, очень смешной юмор, да, когда вот правда вы что-то расскажете, и вот всем, ну блин, смешно, аж валяться хочется. В чем ваша сила? Тут кто-то, правда, по ночам не спит. Но тем самым, да, здесь момент есть выработки такой работоспособности, когда вы ночью работаете лучше, нежели днем. Хотя говорят, да, очень хорошо рано вставать, и это правда. Да, режим самосохранения всех и мелатонина, и других компонентов, но вы наоборот, у вас работоспособность очень, очень хорошая ночью. А может быть, здесь кто-то и ночью работает, в ночную смену. Такая выносливость у вас есть. Вы можете и день не спать, и ночь не спать, если уж вам что-то надо, да, вот вы выдержите. Тут очень такая и очень сильная харизма у вас. Опять вот такие. У вас очень такие, я и говорю, слова сильные. Вы можете и, возможно, людей вести за собой, да. Тут кто-то, возможно, ведет какую-то информацию или же, да, может быть, кто-то блогер даже. Или, может быть, пишете посты какие-то. Вас слушают. Причем вы умеете, интересно, кто-то или писать, или сочинять, да. Тут именно у вас на это есть таланты. Момент развития, развивай эти таланты. Дальше больше. Сад цветет твой. Сад цветет. Ты наполняешь этот сад. В чем твоя сила? Верность. Умеешь держать верность. Только тогда, когда этого человек достоин. Но если человек этого не достоин, ты тоже можешь сделать подлянку.
Да, ты можешь сказать, да, я тоже любвеобильная или любвеобильный. Но если ты мне верна, я буду верной тебе. Но если ты мне изменяешь, я тоже пойду прогуляюсь. Пусть другие, да, на меня тоже посмотрят, какой я хороший и прекрасный. Мир не без глаз, мир не без ушей, мир не без тактильности. Все мы живые люди, все мы ходим под одним солнцем, под одной луной. Смотрите, тут, знаете, в чем ваша сила? Правда, вы людей чем-то заряжаете. Я понять не могу, чем. Но тут вот, да, или вам что-то рассказывают, или вам жалуются о своих каких-то, плачутся, да, вам в жилетку, о каких-то проблемах своих. И выходят от вас здоровыми, да, и выходят от вас наполненными. То есть подружка пришла, поплакалась, ей на самом деле стало легче. Причем не просто легче, у нее как жизнь наладилась. У вас энергия непростая, тут однозначно какой-то заряд от вашей энергии есть. И тут могут проходить люди, которые вот, да, придут в пустое кафе, но после вас, да, вы оборачиваетесь, а там уже все сидят, да, там куча людей, думаете, я ж пришла, никого не было. Вот как за собой приносите клиентов, приводите клиентов, как за собой, да, на вашу энергию это идет, шлейф от вас. Может, духаритесь чем-то, я не знаю, что вот этот шлейф идет за вами. Но нет, тут энергия, именно денежная энергия, именно не то, что денежная энергия, энергия, да, и вот именно посещаемые места, там, где продается, покупается, вот там вот за вами вы пришли сначала, да, как будто бы первая. Даже можете и в середине дня прийти, когда вот никого нет, и тут за вами, правда, что выстроится шлейф. Или, да, это кафе, где невкусно. Невкусно, туда никто не ходит. Но если вы зайдете, туда однозначно за вами кто-то придет еще. Именно в очереди за вами. Будут стоять, да, тоже в это кафе. Думаете, как так? И, возможно, здесь уже много раз так было. Энергии, потому что, да, через край. Хорошо. Знаете, вот смотрите, сегодня, да, вообще очень мало открыто карт, да, и очень такая широкая информация идет. У вас очень, я вам скажу сразу, да, тут очень у человека богатый мир. И человек, знаете, такой, тут момент у кого-то есть, да, такое... Мало говорите, много делаете. Мало говорите, но очень много делаете. Или, да, правда, что успеваете вот буквально за несколько минут, за несколько секунд успеть сделать аж несколько дел. Очень быстро. Тут кто-то и может за рулем ехать и сообщения писать, да, еще и разговаривать по телефону и слушать музыку одновременно. Здесь такие люди, белочки, активные. Хорошо, давайте сделаем сейчас на 3 позиции, откроем золотой ключ, посмотрим для вас, что скажут карты. Очень интересный портрет сегодня пришел на расклад. Я бы сказала, совершенно другой. Скорее, наверное, очень много тут энергии другие идут. Но кто-то вот сидит точно с прошлых тоже раскладов. Здесь были у нас такие активные, я помню. Так, хорошо. Первая позиция. Кто выбрал? В конце мы откроем еще аффирмации. Известия, которые вас обрадуют. Первая позиция. Слышите? Известия, которые вас обрадуют. Кто-то из ушедших родственников вам помогает. Наступает пора для вашей трансформации. Вас ждет недалекая дорога. Вторая позиция.
Вас ожидает продвижение, слава, награда, достижение, успех. А я и не сомневаюсь, потому что вы очень активный человек. Прочитайте молитву, она сейчас вам необходима. Прошлое останется позади, вы идете в новое. И смотрите, тут молитва выходит. Знаете, сюда сразу я бы порекомендовала, прочитайте Псалом 90. Это очень сильный псалом. Многие его знают, но, может быть, кто-то не знает, поэтому напомню. Новый коллектив, коллеги, друзья, знакомства. Далее. Третья позиция. Вам предстоит выбор. Ваша мечта скоро осуществится. Новый человек в вашей жизни для супружества. Может быть, кто-то мечтал быть в паре с кем-то, да? Или замуж выйти. Возможно, беременность или в окружении есть дети. Так, откроем еще аффирмации. Палитру аффирмаций. Стараемся не забывать. Да? Открывать, вот как вы просили. Так, ссылочку на Boosty я оставлю внизу, не забывайте, да, вы можете уже сейчас приходить, так что все будет наполняться материалом на Boosty. Внизу прям написано Boosty, да, и можете оформить подписку на месяц, на сколько там, 2-3, на год, как вам удобно, да, сначала можете на месяц посмотреть, как это все будет, вот, поэтому переходите. Итак, первая аффирмация. Я верю в себя. Я люблю, и я любима. Я люблю себя независимо от внешних обстоятельств. Все, что я делаю, приближает меня к моим целям. Я чувствую прилив сил и энергии. Сегодня лучший день в моей жизни. Оставим на экране, чтобы вам было видно. Вы можете поставить на паузу, сделать скриншот. Вот так вот, чтобы вам было удобно. Так. Также смотрите, в телеграм-канале я оставлю ссылку, да, по которой вы можете перейти на Boosty. Все контакты будут и под видео. Также, да, вот контакт на телеграм-канал, на личный телеграм, куда вы можете лично мне написать. Это не чат, где все, да, сидят, это именно куда вы лично мне, где мы между собой общаемся. За личным раскладом или приобретением, например, моих авторских колод обращайтесь в личный телеграм. Вот. А в телеграм-канале это сообщество Видескара, где я оставляю разную информацию плюс новости. Вот. В том числе я и оставлю контакт на Boosty. Плюс еще под видео тоже можете посмотреть. Под данным видео в описании тоже есть ссылка на Boosty, где именно платная подписка. Вот такой вот был сегодня расклад, и хочу отдельно каждого из вас поблагодарить за спонсорство нашего комьюнити Видескара. Огромное вам спасибо за такой энергообмен между мной и вами. И чтобы у вас в миллионы раз приумножилось. Также огромное вам спасибо за ваши теплые комментарии, за пожелания лично мне и нашему каналу. И желаю вам, чтобы ваши мечты и ваши надежды обязательно в скором осуществились. Главное, никогда и ни перед чем не падайте духом. Будьте сильны и держу за вас пальчики. И во благо всем вам. Всех вас очень люблю, крепко обнимаю и спасибо, что вы у меня есть. И до новых видео на нашем канале. С вами была ваша Видескара.